Здравствуйте, меня зовут Клояровна Рия, я ученица 9 класса в гимназии. Тема исследовательской работы «Мода пушкинской поры» на примере произведений Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова. Актуальностью данного исследования послужило то, что многим моим сверстникам непонятны модные веяния этого времени, и это является причиной недопонимания характеров и образов литературных героев. Цель работы – изучение стилей и направлений моды в первой половине XIX века посредством художественных произведений Пушкина и Лермонтова. В работе использовались следующие методы исследования: теоретические – изучение художественной литературы, описательные – описание терминов, относящихся к модным тенденциям, сравнительные – метод сравнения применялся в работе с текстом, выделение особенностей модных тенденций того времени, сравнение временных изменений в моде, гендерных различий в модных тенденциях. Гипотезой нашей исследовательской работы является то, что детальный анализ элементов одежды и сопоставление их с особенностями характеров персонажей произведений дает глубокое понимание и восприятие обучающимся литературного материала. В таблице 1 мы проанализировали женскую и мужскую моду пушкинской поры. В женской моде господствовали стили империи и шемис, в мужской моде в основном был стиль денди. На данном слайде вы можете видеть бальные платья начала XIX века и портреты личностей того времени, а также отрывки описания стилей и в произведениях Пушкина и Лермонтова. В таблице 2 мы проанализировали изменения моды в течение десятилетия XIX века. Со временем мода менялась, в каждом историческом периоде своя изюминка в моде, как в женском, так и в мужском. Таким образом, мода в эпоху Пушкина отражала общеевропейские и французские тенденции. Костюмы были красивыми и утонченными, которые подчеркивали изящество человека, носящего его. Определенными перспективами в данной работе является продолжение детального анализа элементов одежды и сопоставление их с особенностями характеров персонажей произведений, написанных в первой половине XIX века. Проследить и развернуто ответить, в какой степени детали элементов одежды характеризуют личность героя, влияет ли его восприятие читателям. Благодарю за внимание.